қадірлі бауырлар, менің атым Саят Ибраев, Қазақ ұлттық техникалық университетінде жұмыс істеймін. Техника ғылымдарының докторымын, профессормын. Я являюсь профессором Казахского национального технического университета. Ибраев Саят меня зовут. Ал бауырлар, маған қазақша сөйлеген жеңіл және ерекше бір сондай жақсы ләззат әсер етті маған қазақша сөйлеген. Но бірақ сіздерден кешірім сұрай отырып, бұл жерде басқа ұлттың да бауырларымыз бар. Сондықтан сіздер рұқсат етсеңіздер, мен орысша сөйлесем бір екі ауыз сөз. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Вот. Все мы являемся рабами Божьими. Русские, немцы, казахи, корейцы, кто угодно. Есть единый язык, который мы все понимаем. Это язык сердца. Поэтому я вот наших казахских братьев попросил разрешения говорить на русском языке. Тем более, что наши культуры всегда были очень тесно взаимосвязаны. Я сам учился в Московском государственном университете имени Ломоносова. Механико-математический был такой факультет. Может быть, кто-то из вас после службы отправится в Россию учиться. Там прекрасные люди, прекрасные преподаватели и профессора. Вот. И, значит, я хочу в двух словах, может, что сказать. Вот есть такие вот вещи в жизни, которые обычными вот действиями, житейскими, с материалистической точки зрения никак невозможно объяснить. Вот, например, у нас, у казахского народа, всегда так было. Я вот удивляюсь вашему терпению. Вот мы столько здесь стоим, время ваше отнимаем, да? И вы все сидите и молча вот слушаете. И в этом есть что-то необычайно удивительное. Меня это удивляет. Может, для всех кого-то может по-разному. В этом есть уважение к человеку, который к вам обращается и говорит. Уважение к старшим. И как вот это объяснить? Вы могли бы не слышать, делать вид, что слушаете, и закрыть глаза, и, значит, заткнуть уши и сидеть делать вид. Но тем не менее, у вас есть что-то, да, которое заставляет с уважением относиться к человеку, который стоит перед вами, и который старше вас. Не потому, что он умнее, может быть, вы в 10 раз умнее этого человека. Это называется уважением к человеку. Вот вы мне объясните, откуда это? Вот вторая вещь, допустим. Мы все знаем, значит, скрывать не будем, надо будем говорить правду, да? Вот. Есть такая вещь, дедовщина, о которой сегодня упоминали. И вот когда сегодня об этом вспомнили, я подумал вот о чем. Вот есть такой великий человек, Лев Толстой, который является общим, и мы, мусульмане, приверженцы религии ислама, сидящие вот здесь все ваши, значит, старшие вот братья, считаем его нашим учителем, учителем исламской религии, великим учителем и христиан, и мусульман. Потому что он сказал очень простую вещь. Вот ударить человека, да? Вот я ударил человека. Вот у меня, я хочу сказать, показать всем, что я очень сильный. Оказывается, это не так трудно это сделать. Это может любой сопляк сделать, найти человека, который его слабее, и ударить его. А оказывается, гораздо труднее, знаете что? Гораздо труднее, если я в чем-то не прав перед кем-то, сам это почувствовал и подойти к нему, извиниться. Это называется побороть самого себя, свое ложное самолюбие, свою гордыню. И вот религия, о которой сегодня говорили, занимается именно вот этой вещью. Во-первых, заставлять человека уважать человеческое достоинство, уважать прежде всего себя, и во-вторых, убрать в своей душе все, что является ложным, мнимым. Вот ударивший человек, его охватывает тут же, это психологи говорят, еще большая ярость. Он его сейчас хочет не только ударить, он его хочет еще там сломать ему что-то, пнуть его, и что-то зверское в нем просыпается.
И какой-то голос ему говорит: ты не прав, ты это не должен так поступать, он такой же человек, как и ты. Он твой брат. Но кто-то сидит другой в душе и говорит: ты забудь о том, что он твой брат. И оказывается, когда человек поступает с кем-то жестоко, да, садизмом, он это делает потому, что он создает в душе, внутри себя, что он не прав. И вот его неправота заставляет его быть еще более жестоким. Вот подумайте над этим, это интересный момент. То есть ударить человека легко, вот Толстой говорит, а прийти и извиниться гораздо труднее. А что нас заставляет не извиняться? Зная, что я не прав. Вот это называется ложной гордыней, это микроб, это болезнь души, которую надо лечить. И этим лечением занимается религия. И христианская, и последняя религия, которая человечеству пришла в виде Корана от Магомеда, ислам. Вот такую вещь я вам, краткую такую притчу расскажу. Вот смотрите, интересно, мы здесь собрались. Я доктор технических наук, я специалист в области машиноведения. Ну вот, изучал бы я, сидел в своей машине, что я задаюсь, каким Толстого какого-то читаю. Библию я несколько раз читал. Коран моей настольной книгой является. Бхагавад-гиту кришнаитов я тоже в свое время читал, и буддизм. Что заставляет меня это все делать? И здесь сидящие люди, историки есть. Вот философ перед вами сейчас будет выступать. Вот историк Закария Агаланус. Значит, представитель нашей вот этой вот духовной, ну, будем говорить, общества нашего республиканского, также является бизнесменом, специалистом в своей области и журналист. Что нас всех объединяет? И вот вы здесь сидящие тоже, нас всех объединяет одно. Рано-поздно человек все равно в своей жизни настанет такой момент, когда он все равно спросит себя: кто я такой и вообще откуда я появился? И зачем я здесь живу? Откуда я взялся? Рано-поздно человек должен будет ответить: вообще Бог, он существует или нет? Или это все ложь? И вот если он даже отвечает утвердительно: Бога нет, и правил, законов, о которых сегодня говорили, тоже не существует, я сам себе хозяин, я сам творю законы, живу по своим законам, все равно он рано-поздно будет все равно 1000 раз задавать себе этот вопрос. Почему? Потому что мы все созданы из единого материала. У нас, у всех есть некий орган внутри нас, который называется сердце, который обладает уникальными, удивительными качествами. Однажды, говорят, Иисус из Назарета, вы знаете, он из страны, которая называлась, его называют по стране, из которой он произошел, Назарет. И была страна, значит, Самария. Он направлялся в эту страну однажды, и между эти две страны враждовали. Ну, если простым языком житейским говорить, ну, терпеть просто не могли. И если, скажем, из Самарии человек пил из колодца какого-то, для назарянина, вот человека, который вот из другой вот страны, из которого Иисус происходит, было большим грехом пить из того же колодца, из которого пил вот этот человек из другой страны. Это же ложь, это же понятно, это же смешно, да? Но люди, тем не менее, творили эту глупость, враждовали друг с другом. Как вот евреи с арабами друг друга терпеть не могут, а и того, и другого создал Бог. И это смешно нам, вот, со стороны мы сидим, смотрим, и нам смешно. Иногда бывает, скажем, ну не дай Бог, там конфликты разные, этнические, да? Со стороны смотришь, смешно. И вот до такой степени дошли, однажды Иисус шел, и стоит девушка около колодца, самарянка. Иисус подошел, говорит: дай мне воды из этого колодца. Она узнала в нем человека из
Назарета. Говорит, как же ты, человек, будучи из этой враждебной страны, просишь у меня из моего колодца воды, где это слыхано? Что же, это же ужасно, это... Как вы можете вот так вот поступать? И он тогда начал ей объяснять, что все мы люди, что в нас у всех есть внутри что-то общее, что всех нас создал Бог и так далее. Ну, я проповедь вам читать сейчас не хочу на эту тему. И эта девушка убедилась вдруг и признала, что да, действительно, в нем ничего такого нет, все это, говорит он, правда. И сказала, у меня в сердце я в своем почувствовала такое вот тепло, которое всем сердцем моим овладело, и которое мне сказала, что да, он говорит правду, хотя ее с детства учили другому. И говорит, ты прости, говорит человек, я бы тебе принесла бы воды из этого колодца, сколько ты хочешь, всю жизнь бы поила. Но, говорит, здесь нет воды. Уже 2 поколения, как в этом колодце нет воды. И тогда Иисус сказал ей, говорит, вот видите, говорит, все мирское всегда кончается, рано-поздно. Если ты хочешь пить, вот ты можешь утолить жажду, ведро воды выпить, через день ты снова захочешь пить, правильно? Вот если ты наелся, через какое-то время проходит, опять ты хочешь кушать, есть. То есть желания плоти души, они всегда вот, неиссякаемые не бывает, всегда бывает этому конец, как иссох этот колодец. А хочешь, говорит, я тебе покажу такой колодец, из которого ты будешь пить, и она никогда не иссякнет, и этот родник находится в тебе, заключена в твоем сердце, и из этого сердца этот родник тебя приведет, этот поток, к вечному морю, океану, который никогда не иссякает, и всю свою жизнь, не после смерти, а еще в этой жизни, ты никогда не будешь испытывать жажды. Ты никогда не будешь испытывать жажды. И есть у нас хадисы у пророка, которые полностью по смыслу повторяют эти слова, поэтому я, будучи уверенным в том, что вот этот библейский сюжет из Библии на самом деле действительно является правдой. Есть, вот сейчас, вы знаете, в Ватикане заседает, значит, комиссия у католиков там. Вот Папа Римский, да, вы знаете, Иоанн Павел какой? 2. Вот у него сейчас комиссия работает. Они нашли более 4000 противоречий в Библии, которые привнесены. Да, Иисус пророк, мусульмане его признают пророком, но, к сожалению, последователи Иисуса и потом вот люди церкви, чтобы, преследуя разные политические цели, экономические цели и всякие другие цели, этнические цели и так далее, изменили слова Библии. И более 4000 противоречий. Я сам их находил. Вот в одном аяте или предложении говорится, поклоняйте единому Богу, поклоняйтесь. В другом месте там идея о существовании 3 богов в виде Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа и так далее. Но 90% Библии я подписываю, я вполне с этим согласен, что там действительно все сказано правильно. Может быть, я ошибаюсь. И вот сейчас сидит комиссия, решает этот вопрос. Мусульманские, значит, ученые и христианские ученые открывают Библию, открывают Коран и сравнивают тексты. И такая работа сейчас в мире производится. А Коран, он пришел позже, поступил людям вот, на землю, был спущен. Если его изучать, и если знать, как его изучать, и если знать, кто вам преподносит это учение, убеждает это ваше сердце или что-то здесь не то, то это является последней религией, которую Бог послал. И вполне людям понятно, если есть религия, если есть Бог, он должен быть общим для всех людей. Если есть учение, то оно должно быть общим
для всех людей. Не бывает истины для отдельно американцев, истина отдельно для казахов. Она должна быть общей. И этому критерию отвечает Коран. И многие ученые сейчас во всем мире признают этот факт. Я работал 2 года в Германии, встречался с очень многими учеными тоже, значит, и которые тоже эти слова могли бы подтвердить. И вот в заключение я хочу вам вот такую вещь назвать. Есть прекрасное стихотворение Лермонтова, которое я еще со студенческих лет знаю. Я вот сейчас здесь сидел, вспомнил и записал у себя в блокноте. Дело в том, что наши деды в казахской степи, религия вот эта, ислам, да, никогда не предполагала какие-то запреты, какие-то заставления, какие-то противоречия неустранимые. Она достигала своей цели, распространялась через живое общение с людьми, носителями этой религии. Их называли устазы. И Казахстан мақал бар, устазы жоқтың, устазы шайтан дейді. У кого нет учителя, нет устаза, друг его является сатана, шайтан. Это одна из концепций ислама. И использовал Ходжа Ахмед Яссави оригинальную при этом методику, основанную на священных писаниях Корана, на хадисах, то есть высказываниях пророка. И распространители ислама тех времен использовали так называемые учения, ну как можно сказать, учение мудрости или учение чуда. Ильми хикмат. Илм деген казахша ғылым, учение, хикмат имеет 2 значения. Первое значение мудрость, второе значение чудо. И я хочу здесь своих братьев пригласить, которые владеют этой методикой благодаря милости Аллаха. У нас есть устаз, учитель, который нам научил, живое учение нам принес Ходжа Ахмед Яссави, которые и во времена советской власти, вы знаете, в Туркестане мечеть и мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, она функционировала, действовала, и даже, как говорится, советская атеистическая пропаганда, безбожная, не могла отрицать, что в этом что-то есть. В этом сила учения Ходжа Ахмеда Яссави. Я вас призываю послушать эти песни чудесные, слова мудрости. А перед этим хочу прочитать, может быть, мне кажется, уместным вот стихотворение Лермонтова, называется «Ангел». По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. И небо, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой. Он душу молодую в объятиях нес. Это ребенок рождается на земле. Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез. И звук этой песни в душе молодой остался без слов, но живой. Он пел о блаженстве священных духов под кущами райских садов. О Боге великом он пел, и хвала его неподдельной была. И долго на свете томилась она. Что она? Душа. Желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли и скучные песни земли. И в каждом человеке живет вот эта потребность, в каждой душе, услышать эти чудесные звуки. И мне кажется, то, что мы называем тахлиль, зикр, это воспоминание об Аллахе, воспоминание о состоянии наших душ. Ведь душа наша, она жила где-то. Она не вдруг появилась, она была. Она есть, существует на этой земле и будет, она вечна, она не умирает никогда. Все религии подтверждают это, и наука, в том числе в настоящее время тоже. И душа любая, человеческая, будь то христианская, мусульманская и так далее, любая душа жаждет по этой песне, по этим звукам.
И егер қазір тыңдасақ орынды болатын шығар, да? Хикметтер. Қожа Ахмет Яссауи атамыздың тақлил, зікір және хикметтерін сіздердің назарларыңызға ұсынайық.